Начались долгожданные летние каникулы, а у родителей головная боль. Чем занять детей? Куда их отправить? Где им нужно весело, активно, используя, провести летние каникулы? Хорошее решение – отправить детей к дедушке и бабушке в деревню. Но такая возможность есть не у всех. Что в сфере отдыха этим летом? Давайте разбираться. В Абхазии нет системы детского и молодежного отдыха, нет объектов и даже территорий. Довоенные детские лагеря прекратили свое существование. Несколько лет назад в столице действовал летний детский лагерь, который функционировал за счет столичной администрации на базе Сухумской 12-й средней школы в микрорайоне Маяк. Проект был востребован, но сегодня услуги предлагают только частники. И, пожалуй, лидерство в организации детского досуга и развития у Сухумского дома юношества. Не 1000 школьников и дошколят прошла через его секции. Вот уж точно организация отдыха детей – дело увлеченных людей. Сегодня наши дошколята пришли на завершающее занятие в Абхаз-Деск для изготовления бумаги, потому что ребята в течение года собирали использованную бумагу и сдавали ее на переработку. И сегодня у них появилась возможность самим переработать эту бумагу для того, чтобы потом ее использовать для рисования, для письма. У СДЮ на это лето запланировано немало различных образовательных проектов, языковых и творческих. В секции набирают до 15 детей, но желающих получать дополнительные знания, подтянуть язык гораздо больше. Сидеть часами в телефонах будет точно некогда. С 5 июня в Сухумском доме юношества стартует 103-й летний поток обучения, который продлится до 25 августа. В этот поток будут включены несколько секций. Это абхазский язык, английский язык, живопись для малышей, пластилиновая анимация, игротерапия. Также у нас есть компьютерные курсы и группа личностного роста. Все секции Сухумского дома юношества совершенно бесплатные, так как нам оказывают спонсорскую поддержку премиум. На данный момент в группы мы можем записать только от 10 до 15 человек. К сожалению, больше мы принять не можем. Но желающих в летний период становится в разы больше. Для этого мы придумали такую систему, что мы открываем дополнительные группы на лето, но все равно не хватает мест, и мы записываем детей в резерв, для того, чтобы если кто-то из основной группы по каким-то причинам не может посещать занятия, то на его место приходит ребенок с резерва. На протяжении многих лет СДЮ организовывает оздоровительный экологический образовательно-палаточный лагерь в Ауатхаре. Ежегодно лагерь принимает по 2 потока детей, в общей сложности до 100 человек. В этом году в горный лагерь будут набирать особо отличившихся детей, участников проекта «Молодежное участие и развитие в Абхазии». Проект поддержан ЮНИСЕФ. У СДЮ есть опыт организации городского лагеря с дневным пребыванием. Правда, возможностей повторить этот проект сегодня нет. Какие-либо летние лагеря, дневные лагеря, у нас раньше был такой опыт, но сейчас у нас, к сожалению, не получается в силу того, что педагоги заняты секционными группами и нет места для того, чтобы такой лагерь организовать. Единственное, что мы сейчас можем на лето предложить, это секционные занятия. Так как у нас секционные занятия бесплатные и поддерживает нас только премиум, получается, что мы можем оплатить работу только секции, а на лагере это дополнительные расходы, и у нас, к сожалению, такой возможности нет, так как платными лагерями мы не занимаемся, а с бесплатной формой немножко тяжело. Также, естественно, что у педагогов секции занимают большое количество времени, потому что в летний период нагрузки у них увеличиваются. Мы охватываем возраст от 5 до 17 лет нашей секции. И самыми популярными, конечно, являются творческие секции, такие как живопись, пластилиновая анимация, творческая мастерская. Это для детей 8-10 лет.
Для малышей очень актуально, конечно, это игротерапия, развивающие игры. Наши занятия построены в интерактивной форме для того, чтобы маленькие дети 5-6 лет, они не уставали и могли провести целый час на занятии, так как все наши занятия часовые получаются. Очень хорошей популярностью пользуются секции абхазского языка. Они у нас есть несколько групп, есть для ребят 5-6 лет и возраст второй группы это 8-9 лет. Для более старших у нас, к сожалению, секции нет, но охватываем, получается, с 5 до 9 лет возраст. Они популярны, и дети хотят записываться, потому что наши занятия проходят в устной форме, они легче даются детям, они запоминают много слов и учатся именно разговаривать. Мы не обучаем письму, а учимся разговаривать. На протяжении многих лет абхазские профсоюзы занимались организацией детского летнего отдыха. Возобновить эту программу не удалось из-за прерванных взаимоотношений профсоюзов и Фонда соцстрахования и охраны труда, объясняет лидер абхазских профсоюзов Азарет Айба. Кроме того, ведется многолетняя борьба за ряд объектов недвижимости в республике, прежде всего здравниц, которые некогда были профсоюзными. По 50 детей оздоровили в 1999 году. В 2003 году 200 детей оздоровили Черноморец в Гудаутском районе, в городе Гудаута, и 35 детей из Карачаево-Черкесской республики бесплатно мы приняли, согласовано было все с правительством. В 2006 году в энергетике города Гагра оздоровили 250 детей. В 2008 году 282 детей, из них 84 детей из Адыгеи, Южной Осетии, Кабардино-Балкарской республики. Это за счет профсоюзов полностью, да? Это 30% платят профсоюзы, 70% платят социальное страхование. В 2010 году 240 детей в Сосновой роще у Людмилы Лолуа. В 2015 году было предусмотрено 8 миллионов рублей, факт 1 800 000 рублей затратили. Мы не занимались. В 2016 году ко мне начали приходить, просить, я перестал заниматься, потому что в 2016 году нас исключили из фонда социального страхования, кроме одного, мы отозвали. Все, что хотели, начали делать. Да. Мы, как член правления фонда социального страхования, отозвали Шанаву, потому что сделали 9 человек, одного человека из профсоюзов. Один человек ничего не решает. Без нас могли все, что хотите, делать. Поэтому отозвали. Поручение дал Республиканскому комитету профсоюза образования, науки, учащейся молодежи в школе «Альфа» Фатима, где работает, там 163 детей провели оздоровление. Летний отдых должен быть незабываемым и полезным. Это отличная возможность для детей узнать что-то новое в непринужденной обстановке. Много лет на базе Сухумской частной средней школы «Альфа» функционирует городской детский лагерь с дневным пребыванием. Директор Фатима Даутия рассматривает летний отдых школьников как дополнительное образование и социализацию детей. Программа летнего лагеря в Альфе содержательна и насыщена экскурсиями. Основная цель, собственно говоря, это удовлетворить спрос на организованный отдых детей, где решаются проблемы социализации, удовлетворения спроса на дополнительное образование, дополнительные формы работы. Я вообще считаю, что вот концептуально Абхазия зря игнорирует, я имею в виду соответствующие структуры, эту тему, потому что мы находимся в приграничной с Россией зоне. Очень серьезный интерес к детскому отдыху в России есть. За счет организации детского отдыха из стран ближнего и дальнего зарубежья мы могли бы очень много полезного сделать для наших детей.
Тем, кто работает, вы можете себе представить, дети разного возраста остаются одни в доме или наоборот все время находятся на улице. Это действительно проблема. Да, родители обязаны, у них же нет летних каникул, они должны работать. То есть финансировать вот эту няню, которая неизвестно чем еще занимается с твоим ребенком. Это же тоже не лицензионные виды работ, да, услуги. Бибиситеры, да, они должны проходить рекомендацию. Но эта культура у нас еще не носит такой организованный характер, и поэтому все это очень требует вмешательства соответствующих органов. Вот. Но я, конечно, в организации лагеря пока подхожу по-абхазски. Да, у нас есть огромный двор, у нас большие аудитории, мы учитываем, какие требования к организации лагерей предъявляют российские соответствующие структуры, и пытаемся создать все по аналогии, но при этом хотим, чтобы мы имели возможность с детьми говорить об Апсора, читать какие-то вещи, обсуждать их, вот короткие рассказы Михаила Карба, даже на русском языке, но иметь возможность об этом говорить. А вот почему так, а почему это? То есть во время учебы такой возможности у детей общаться на абстрактные темы, да, не связанные с программой, я имею в виду, у них нету. Каждый день мы закладываем какую-то экскурсию по достопримечательностям города. То есть вот после обеда, когда вот уже спадает солнце, у нас экскурсия, которая заканчивается полдником. Вот. И это могут быть наши краеведческие музеи. Кстати, мы очень дружим с ними. Это музей Дмитрия Гуля, это музей боевой славы. Но все привязано к темам, которые поднимают кураторы. Возрастные группы, они связаны только с разделением на основные отряды. У нас такого контингента большого и не было, но, скорее всего, сейчас будет. Но секции они посещают по интересам. И по интересам там они уже нет возрастных ограничений. Мы в любом случае работаем с возрастом от 6 до 13 лет. Вот эта возрастная группа лично нам интересна, потому что другой возраст, он требует другой формы работы. Это в основном вот молодежные организации, наверное, мы можем предоставить площадку, на нашей площадке что-то проводить. Это могут быть часовые встречи, это могут быть тренинги, но они так уже не привязаны вот к этому отдыху, когда это не касается какой-то образовательной тематики. Ну, конечно, лично я, если у кого-то есть деревня и можно даже утром отвезти, вечером привезти, лучше, конечно, отдавать вот в экологически чистую среду, где люди настоящие, где по-абхазски говорят, где они чувствуют себя вот на земле, где они могут ходить босиком. В Абхазии отсутствует государственное регулирование организации отдыха детей. Правовые вакуумы необходимо заполнять. Уже 30 лет после войны у нас вот только сейчас вот на уровне министерства закладываются нормативно-правовые отношения, да, которые должны возникнуть между заезжающими, между теми, кто принимает детей, и требования к лицензированию такого вида работы. Вот эти вот вакуумы правовые, которые есть, они требуют быстрых решений. Нужно плотно работать и с Минтуризмом, и с Минобразованием, и соответствующими комитетами в парламенте. По аналогии с российскими
центрами, которые занимаются детским отдыхом. Я создала локальный такой школьный акт, положение об организации дневного лагеря на базе школы. Полное погружение в абхазскую языковую среду – один из проектов, на который нацелена школа «Альфа». Во время летних каникул реализовать эту идею вполне по силам, говорит Фатима Даутия. Очень серьезно планирую разработать, мы имеем уже какие-то наработки, именно лагерь с погружением в абхазский язык. То есть вот чтобы все работало на это, и чтобы мы дали результат, и чтобы это было трехмесячное погружение одного и того же контингента, привести детей из сельской местности, которые хорошо владеют языком, для которых язык является просто естественным языком для общения. И вот наши дети, которые в городе, которым не хватает языковой среды, вот что им нужно создать эту среду за счет того, что их должно быть меньше по сравнению с теми, кто знает язык. Вот когда не знающих ровно или больше, то ты никогда не заговоришь. Это показывает наш опыт. И, к сожалению, и дома городские дети не имеют возможности поддержать свой язык. Только языковое погружение. А это значит, вот, может быть, 1 к 5. Вот 5 человек должно говорить на абхазском языке, чтобы этот один выучил. У нас, кстати, в школе есть такая девочка, которая переехала к нам из России, ее родители военнослужащие. Вот она сидит в абхазском классе, и она прекрасно понимает, читает, говорит и поет на абхазском языке. То есть за 2 года ей удалось заговорить. Это вопрос интереса и мотивации. Лагерь – то еще одна форма для того, чтобы поддержать вот эту тему погружения в язык. У пришкольных лагерей с дневным пребыванием хорошие перспективы. Многие родители охотно отправляли бы в такой лагерь своих детей, где они полдня под присмотром педагогов и на свежем воздухе. Я считаю, что при каждой школе может быть создана такая площадка. Это не требует больших ресурсов, это просто требует перестройки для себя и определения круга людей, которые хотят этим заниматься. Ну, конечно, этим должны заниматься только те, кто любит детей, кто не устает от работы с ними, у кого достаточно энергии и ресурсов внутренних для того, чтобы давать что-то. Потому что просто ничего не делание тоже расхолаживает. А когда происходит смена деятельности, когда ребенок от одного вида работы к другому виду работы, когда он может показать, что он умеет, когда он может утвердить себя в условиях лагеря, когда он обретает новых друзей, когда он чувствует свою возрастную группу, когда он может смешаться с ближайшей группой, да, все равно они проводят какие-то совместные вещи. И потом дети любят внимание, чтобы их любили, и тогда мы сможем их оторвать от гаджетов. Обсуждается вопрос организации детского лагеря при Альфе за счет фонда соцстрахования. Это даст возможность бесплатно отдохнуть детям, в том числе из социально незащищенных групп населения. Сейчас на стадии уточнения деталей находится вопрос о финансировании, о том, чтобы эта ситуация оказалась бесплатной для детей, да, то есть, что вот нахождение в лагере за счет фонда социального страхования. И вот Бакур Беби, насколько мне известно, я пока лично не встречалась, но через Рашиду Айба, председателя комитета по социальной политике, я знаю, что какой-то контингент они готовы проплатить. Сколько обходится один ребенок? Но у нас вот в условиях дневного пребывания он обходится 1000 рублей в день.
То есть мы обеспечиваем трехразовым питанием, создаем вот эту развивающую среду, оплачиваем кураторов, работающих по секциям и так далее. Чем больше подобных секций, кружков различных, интерактивных каких-то занятий, чем больше их будет в городе и вообще по всей стране, тем лучше для того, чтобы дети могли развиваться с разных сторон, потому что не только школьные занятия полезны для детей, так скажем, но и дополнительное развитие. Мы со своей стороны являемся помощью для государственных организаций, так как мы являемся общественной организацией. И, к сожалению, наших сил не хватает для того, чтобы охватить большое количество детей, но стараемся в силу своих возможностей предоставлять услуги общего развития и в интерактивной форме для детей, которые живут в Сухуми. Но я знаю, что есть еще много организаций, каждым днем их становится больше, они открываются, и это очень хорошо, так как дети могут посещать и творческие секции, и языковые секции, и таких мест, если с каждым разом будет становиться все больше и больше, конечно, это очень хорошо для нашей страны и для воспитания подрастающего поколения. Выбор, куда можно отправить ребенка на летние каникулы, невелик, пока только частные организации предлагают интересные тематические проекты, где ребенок может провести время не только весело, но и с пользой. Специалисты выделяют городские детские лагеря с дневным пребыванием как одну из самых эффективных и продуктивных форм организации детского отдыха. Госструктурам есть над чем поработать, ведь самое лучшее должно быть детям.